Мы продолжаем программу «7 дней». Пойти туда, не зная куда, заработать на том все равно на чем. Пожалуй, так можно охарактеризовать начало предпринимательской деятельности в нашей стране на рубеже 20 и 21 веков, когда бизнесом считалась схема «дешевле купить, дороже продать». К сожалению, такой подход тогда сыграл злую шутку с российской экономикой. Много производств закрылось, практически были уничтожены целые отрасли. На месте крупнейших заводов открылись торговые комплексы. Сегодня для восстановления суверенной экономики необходимо переориентировать ее на производство, в том числе малый и средний бизнес. И здесь без помощи государства не обойтись. Хотя мы часто слышим от бизнесменов: на помощь не надеемся, хоть бы не мешали. Сегодняшнюю ситуацию с малым и средним бизнесом трудно назвать идеальной, но движение в лучшую сторону и есть. Об этом шла речь на традиционной встрече Рустама Минниханова с бизнесменами в День российского предпринимательства, который по указу президента России отмечается ежегодно 26 мая. Как говорится, каждый кузнец своего счастья. Вот это как раз про тех, кто берет ответственность за свою жизнь, не жалуясь на маленькие зарплаты и невнимание руководства, то есть про предпринимателей. И как показывает практика, двигателем должна быть в первую очередь польза от задуманного дела, а потом прибыль. Огромнейший рынок. И когда я посмотрел, что нам нужно в России восстанавливать, нет у нас, потребитель есть, а все импортное. Сначала покупал, продавал, но так как за державу обидно, решил постепенно производить. Ближайшим конкурентом считает лишь производителей из Китая, причем только потому, что там могут себе позволить большие объемы. Компания занимается импортозамещением в рамках производства гидравлических соединительных элементов для гидравлики и спецтехник, комбайнах, тракторах, строительной техники. Здесь заказов больше, чем возможностей, пока. Не хватает оборудования. Постепенно расширяют производство на территории промышленного парка в Набережных Челнах. Особенность промышленного парка развития в том, что земельный участок предоставляется бесплатно, без проведения торгов и, как мы любим много говорить, в течение одного дня. Второе. Полностью готовая инженерная инфраструктура. Константин Пучкин вспоминает, что не так давно здесь было чистое поле без коммуникаций, и не каждый потенциальный инвестор верил в то, что здесь будет город-сад для предпринимателей. Эта идея создания муниципального промышленного парка, именно по принципу промпарка развития, она пришла еще в 2012 году, когда наш президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич сказал, что в каждом муниципальном районе должны быть промышленные парки. Тогда Набережные Челны сказали: да, мы будем первые, мы будем пилотные. Благо того, что я работал тогда еще в стенах администрации, в исполнительном комитете. Сменив кресло чиновника на место управляющего уже 3 промышленными парками, Константин с гордостью рассказывает о достижениях. Инфраструктура была построена за счет вашей поддержки, за счет поддержки Министерства экономразвития России и Фонда развития моногородов. Сегодня это 2 очереди, 18 предприятий резидентов. Объем вложенных инвестиций составил 1,7 миллиарда рублей. Работает у нас на территории промпарка развития сегодня 400 человек. И это скорее пример для подобных парков в небольших сельских районах, где о такой загруженности, как в Набережных Челнах или Нижнекамске, пока только мечтают. Сначала колхоз, а потом колхозники. А колхозников иногда нет. Вот если бы был проект, вот такой проект, вот такой инвестор, вот столько рабочих мест, вот под это дело, конечно, надо выделять денег. Речь идет о именно муниципальных наших небольших парках. Понял. И одни из сдерживающих факторов, конечно, для них является отсутствие каких-то небольших элементарных моментов части инфраструктуры. И пока одни находят причины неудач, другие ищут возможности для того, чтобы было удобно не только владельцам бизнеса, но и тем, кто работает на этих малых предприятиях. Промышленный парк Нижнекамск в том году, благодаря поддержке президента и Министерства экономики Республики Татарстан, нам выделили 25,5 миллионов на строительство этой подъездной дороги. И эта дорога, буквально 500 метров дороги, решила эту проблему, которую мы уже несколько лет страдаем. Эта дорога, она примыкает сразу к конечной остановке автобуса и к остановке трамвайной. А производство в таких парках работает практически без выходных, потому что заказов стало много. И часто, бывая в таких поездках, мы открываем для себя много нового.
Большинство татарстанцев, наверное, и не подозревают, как много всего разного производится в нашей республике. А задуматься можно, например, проходя мимо заборов. Не из сетки рабицы или бетона, а легких и одновременно прочных. Еще и с использованием лазерной сварки, когда шов практически не виден. И лазерной же резки металла под практически любой орнамент. Все декоративные элементы, которые есть, изготавливаем только мы. На других предприятиях такого нету. Из-за этого добро пожаловать. Очень хочется все-таки, чтобы продукция была еще с национальным аспектом. И даже без наличия национального орнамента, то, что это продукция из Татарстана, знают заказчики далеко за пределами нашей республики. География продаж на данный момент от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, от Мурманска до Чеченской республики, а в том числе космодром. Также есть среди заказчиков компании «Газпром», «Уралмаш», «Таграс Ремсервис» и другие крупные игроки. Для нагрева воздуха, воды, инертных материалов в строительных и жилых помещениях, для нефтедобычи есть и собственные разработки, о которых пока не говорят, чтобы конкуренты не узнали. При этом обещают, что скоро будет своя импортозамещающая автоматика. На другом производстве промышленного парка развития в Набережных Челнах гордятся этим вот продольным шлифовальным станком. В республике, говорят, нет таких. Это для ремонта других станков. Ремонтируем все, что ломается. Из промышленного оборудования имеется в виду. И то, что на первый взгляд кажется хламом, дорогое оборудование, в том числе импортное, которое редко где ремонтируют. И даже то, что производится, наверное, в каждом городе, тоже пользуется спросом. Мебель, например. Начинали с корпусной, добавили мягкую. Начинали мы в промпарке, когда промпарк открылся. Здесь начали постройку. То есть вначале у нас был один цех, сейчас уже 2 цеха и строится 3-й. Кроме новых производств и собственной прибыли, предприниматели создают и новые рабочие места, то есть дают заработать тем, у кого нет бизнес-навыков. Доля предпринимательства в бюджете – это позиция, которая должна постоянно расти, занимать не менее 1/3 и даже больше. И это позиция, которая обеспечивает устойчивость для любого бюджета. Конечно, не каждый предприниматель может попасть на встречу с руководителем региона. И большинство из них в свой профессиональный праздник, как обычно, занимаются своим делом. А те, кто впервые здесь, волнуются, несмотря на то, что уже и Нью-Йорк был покорен. Есть, конечно, такая просьба, чтобы все-таки торговые места сохранялись за нами, было какое-то преимущество для локальных брендов. Надо будет торговые сети пригласить, конечно, для наших производителей, чтобы вот эти места отстаивать. Призыв на будущее организаторам таких встреч, чтобы не только о достижениях бизнеса здесь говорили. Все время только позитив, слышать, оно тоже неправильно. У нас очень-очень много нерешенных вопросов, очень много проблем. И если мы не будем их видеть, значит, у нас движение вперед замедлится. Зуфар Давлетшин, Дмитрий Шлемин. 7 дней.